В Коми продолжается работа по устранению цифрового неравенства. Десятки отдаленных населенных пунктов уже подключены к сотовой связи, есть доступный интернет. Сколько еще деревень и сел планируют подключить в ближайшее время, узнал Северин Арпа. Позвонить родным, пообщаться в соцсетях, посмотреть видеоконтент в интернете. Все это стало возможным для сотен жителей нашего региона сравнительно недавно, благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства. В ее рамках в прошлом году построили 14 базовых станций. К концу текущего ведут в эксплуатацию еще 13 новых. Именно в тех населенных пунктах, где не было широкополосного доступа в интернет и сотовой связи. Выбирались они путем народного голосования. В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» это важная мера поддержки жителей Республики Коми путем организации станций сотовой связи в тех населенных пунктах, где у нас связи практически никогда не было. Населенные пункты были выбраны самими жителями республики путем всенародного голосования на портале единых государственных услуг, либо путем передачи соответствующего голоса через Почту России в адрес Минцифры Российской Федерации. Буквально с этой недели, с 17 июля, открылось голосование за базовые станции квотой 10 населенных пунктов на период 2024 года. Призываем всех жителей Республики Коми активно участвовать в данном процессе. Благодаря такой активности своя базовая станция появилась в поселке Мандач Сыктывдинского района. Она заработала в июне. Установкой, подключением занимались сотрудники ПАО «Ростелеком». Вышка обслуживается сотрудниками Ростелекома, выездными бригадами. Но по сути она какого-то отдельного обслуживания не требует. Она обеспечивает высокоскоростной доступ в сеть интернет широкополосный и также пропуск голосового трафика. По стандарту ЛТЕ, в данном случае здесь применяется частота 1800 МГц. Вышка выбирается каждый раз индивидуально. Она зависит от геодезии, геологии той, которая присутствует на месте, и труднодоступности населенного пункта. Если мы говорим про такой населенный пункт, как Мандач, в котором мы присутствуем, то это стандартная вышка типа СК-26, она высотой 26 метров, и с настройкой металлической получается порядка 30 метров общей высоты. А если мы говорим про труднодоступные населенные пункты, то там применяются более сложные металлические конструкции, состоящие из большего количества элементов, так как логистика и доставка составляют большую трудность. Рабочий радиус вышки порядка 4-5 километров, поэтому бывает, что в зону действия иногда попадают и соседние населенные пункты. Ну что, давайте посмотрим, действительно ли здесь хорошее качество связи. У меня на телефоне показывает 4G, и вся шкала полностью, то есть звонки, интернет, все в доступе. Пожалуйста, пользуйтесь. В региональном Минцифре надеются на успешную реализацию федеральной программы, рассчитанной до 2030 года. А это означает подключение всех нуждающихся населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек к мобильному интернету и сотовой связи. И в очередной раз напоминает, голос каждого жителя республики может стать решающим в определении места строительства базовой станции. Голосование открыто. Северин Арпа, Алексей Паршуков, Эдуард Фомичев, Юрган.